До конца года на дорогах республики установят 72 рубежа фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По данному проекту уже заключен госконтракт. Цена более миллиарда рублей. На сегодня обеспечивается работа 21 стационарного, 20 передвижных и 2 мобильных комплексов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев во время обсуждения госпрограммы «Безопасность дорожного движения». По словам руководителя профильного ведомства, запланировано расширение сети систем наблюдения. Комплексы видеофиксации умного города должны улучшить ситуацию на дорогах. Надо просто реально смотреть на вещи. И, наверное, чтобы снизить ту же самую смертность, аварийность на дорогах, просто надо, чтобы наши товарищи водители, участники дорожного движения просто больше дисциплины проявляли, а не дрифтовали. Также в этом году на дорогах протяженностью 2000 километров нанесены разметки, произведена вырубка кустарников вдоль автодорог. Заменены устаревшие дорожные знаки, обустроено 50 пешеходных переходов, на 14 установлены светофоры и ограждения. Все эти работы на дорогах регионального значения будут продолжены и в 2021-2023 годах. Общий объем средств, выделенных на реализацию программы, более 367 миллионов рублей. По словам депутатов, хотелось бы больше, так как количество ДТП со смертельным исходом увеличилось. Это не может нас, как депутатов, не беспокоить, потому что действительно за каждым таким происшествием стоит жизнь человека. А, соответственно, кроме того, это еще и показатель национального проекта «Демография», потому что это тоже является основной частью национального проекта «Демография» – количество жителей, которым мы сохранили жизнь благодаря улучшению качества дорожного движения. И действительно, надо сейчас нам будет разобраться, посмотрев эту программу, достаточно ли средств вкладывается, или, возможно, они не туда вкладываются, да, куда бы хотелось. Посмотреть, может, какие-то примеры нужно лучшие, где работа таким образом организована, что действительно в регионах где-то, может быть, снижается, да, смертность. Как напомнил главный автоинспектор Коми Андрей Перловас, в 2018 году майским указом президента поставлена задача в 3,5 раза снизить количество погибших в ДТП по сравнению с 2017 годом. Если в 2019 мы справились с задачей, в 2020, увы, произошел резкий скачок.